Интересно, кто по ней будет ездить так быстро? А? Кому это надо? Поднимите руку, кто поедет по скоростной магистрали? А кто по мосту поехал? Через Лену, покажите. Кому от этого плохо? Господа полицейские, вам плохо будет от моста через Лену? Вместо того, чтобы через вместо скоростной магистрали в Грозный, а? Молчание. Народ безмолвствует. Но, по-моему, и так все понятно. Им самим это неприятно. Они бы сами это все бы сняли с себя и встали бы рядом. Ну, им 45 лет уходить. Поэтому я поддерживаю женщину, что нужно принять резолюцию, сколько бы нас не было. Нам надо принять и проголосовать за резолюцию. Я надеюсь, что организаторы напишут ее, а все мы поможем. Надо высказать недоверие власти, высказать всем кандидатам недоверие, если они за пенсионное ограбление, и так это и назвать, пенсионное ограбление, а не реформа. Я понимаю, Киселеву, может, они и будут работать до 65 лет на телевизоре, но вы хотите их видеть там? До 65 лет их. И их жен в Куршавелях. Долой пенсионное ограбление! Долой пенсионное ограбление! Долой пенсионное ограбление! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Дорогие друзья, мы все уже голосовали за нынешнюю власть, люди голосовали. Голосовали за нашего дорогого, голосовали за дорогого Медведева, который этот нам нужный очень нам. И вот я вам предлагаю, мы же обычно делаем, ну, как у нас в народе положено, да? Мы делаем то, что другие делают. И у меня к вам такое очень хорошее, дельное предложение. Давайте, как екатеринбуржцы, сегодня встанем на колени и попросим у нашего Путина, чтобы он не допустил этот закон. Я думаю, это нам очень поможет, потому что никакие петиции, никакие подписные никогда нам не помогут. Давайте так сделаем. Я думаю, что это самый хороший способ достучаться до небес. Вы согласны? Вот именно. Мы не должны были, когда была у нас возможность выбирать вот эту предательскую по отношению к своему народу власть. Правительство ну вот Айсен Николаев, допустим, назначенный Путиным человек, хоть слово сказал о пенсии, о повышении пенсии? Нет, этого не было. Он назначенец, который будет действовать не в интересах жителей Якутии. Более того, что ждать от человека, который в 2016 году купил в 203-м микрорайоне 10 квартир для переселения граждан из аварийного жилья и передал их чиновникам: Слепцову Юрию Юрьевичу, заместителю генерального директора ГУП ЖКХ, Ефремовой Анне Евгеньевне, начальнику отдела по налогу ГУП ЖКХ, Долгунову Вячеславу Аркадьевичу, заместителю руководителя Министерства жилищно-коммунального хозяйства. От такого человека мы ничего не получим. Он наши интересы не будет защищать. Более того, разворует весь бюджет. Все наше богатство, все продадут. И сейчас единственный способ, которым мы можем повлиять на так называемую реформу повышения пенсионного возраста, это не голосовать за тех,
кто поддерживает реформу пенсионного возраста. Это единственный инструмент, который нам доступен. По этому сайту вы можете перейти и будете получать рассылку, где в нашем регионе будет список поддержавших политиков, поддержавших пенсионную реформу. Это наш единственный инструмент, а также митинги. Я призываю всех здесь собравшихся участвовать во всех митингах, вне зависимости, кто их проводит, если этот митинг против повышения пенсионного возраста. И НДС тоже, который ударит сразу с 1 января по всем жителям России. Завтра, к примеру, я слышал, что КПРФ проводит на площади Ленина тоже митинг. Несмотря на то, что у нас есть очень большие разногласия с местным отделением КПРФ, я призываю вас также присутствовать на всех митингах против повышения пенсионного возраста. Потому что иного пути у нас нету.